Приветствую всех подписчиков на своем канале. На очередном копе. На очередном копе почти каждый день делаю. Вот очередной выходит у меня. Залетел я в леса. Думаю, всем видно. Вон леса везде. И тут такое поле. Стоял я вот здесь вот вон у дороги, стоял, думал, может кто подъедет. И, к счастью, один тракторист тут подкатил. Я его спросил, можно покопать? Копай, говорит. И он так засмеялся, говорит, ты там все равно ничего не найдешь, короче, копай, говорит, смотри. Ну, ошибочка у него вышла. По крайней мере, одну монетку я достал. Не то, что даже не достал, она вот лежала на поверхности, даже копать не пришлось. Вот, выпала мне монетка. Неизвестная доселе периода. Вот она. Сейчас буду далее смотреть. Это что-то уже убитое вроде. Вот буду копать. Камрады сегодня тоже не проехали со мной. По делам разбежались. Не безработные, как я, видать. И не мастера. Ну, а я вот продолжаю свой коп. Ну, до следующей находки, так что остаемся, да. Буквально вчера он снял видео, где за косулей бегал. И, короче, я там пробежался несколько, как сказать, метров за ней. Ну, подуставший был, отдышка у меня была сильная. Короче, говорят, спортом занимайся, что ты там ходишь по полям. Ну, короче, отдышки за отдышкой. Но в данный момент у меня та же отдышка. И даже не бегал по полю. А почему? Бывалые, конечно, сейчас поймут, почему. А вот почему. Серебро. Серебро. Вот. Короче, на радостях таких достал я монетку. Алилы. Тракториста. Тракторист мне что говорит? Да ты там все равно ничего не найдешь. Копай, короче. Вот копнул, я вам скажу. Серебро. Алилы. Да. Вот монетки. Идеальное состояние. Идеальное. Жалко, я год не вижу. Определить не могу. Ага. Это уже что-то. Да. Это уже что-то. Вот. Ладно, я сейчас вам скажу. Я сейчас по нескольким лесам катался, ездил. Заходил на поле, зашел одно, вышел. В леса зашел, по 5 минут походил и вышел. Потом я вот приехал, как я вам говорю, поехал вон до того конца, до поля. Вернулся. Думал, да, еще поеду. Нет, вернулся. У меня мысль какая была. Меня Аллах приведет к чему-то. Я приехал сюда, оп. Я сам не мог, вот как бы меня вот взяли и привели сюда. Вот как мы нашептывали мне, вот, давай иди сюда, короче, валай. Мол, короче, что тебе суждено было, к тому тебя и Аллах привел, короче. Вот такое дело. Сейчас я на радости рассказываю, как все это произошло. И думаю, у кого так бывает, понимает, о чем я говорю. Окей, продолжаем. Смотрим. Камрады, снова сигнальчик у меня. И даже копать не надо. Вот тут на поверхности валялась монетка. Но уже, как мы видим, убитая. Это как бонус. Но поле-то у нас еще большое.
Копать да копать. Ну, это поле я по-любому все пройду. Сейчас только вот этот промежуток я прошел. Сейчас вот этот третий ряд, по-моему, не идет. Ну, короче, дня на 2-3 буду приезжать, потихоньку копать. Продолжаем. Выпала мне такая интересная штучка. Вроде, если так посмотреть, это какая-то металлическая подошва. Я так думаю. Тут какие-то надписи есть. Вот. Не могу разобрать, что туда написано здесь. Так напоминает ногу, подошву. Но почему металлическая? Будем спрашивать у знающих. Вот. Едем далее, смотрим. Копа у меня на этом же поле, где я вчера делал. И находочка такая. Думаю, плуг был, да? Кто как заценит. Ну тут у него что-то острое. Плуг разве такой острый бывает? Если не плуг, не меч же это был. Скорее всего, плуг был. Кусочек плуга так. Вот такая железка попалась. Пока что. Едем далее, смотрим. Работа только начинается. Долгих левых сигналов. Чуть-чуть вот землю убрал сверху. Думаю, видно. Монетосик был. Был. Точно был, да всплыл. К сожалению, вчера вот это серебро я тоже проверил. Это серебро никчменное, потому что единичка уже стерлась. Это 1 франк был 1808 года. И, короче, попросил я заценить. Короче, это даже 5 евро не выходило за это серебро. Так они мне сказали, по крайней мере. Вот такая ерунда с этим серебром получилась. Ну что, будет так. Так будет. Поехали, едем далее. Рады до того, как копнуть, хочу вам показать. Вот сигнальчик был монетный, да. Ну, хочу показать, какой может быть облом. На что, извини, тут пинпонтер тоже. Тут сверху что-то есть. Сейчас будем смотреть, что же у нас тут есть. Я что-то сомневаюсь, что это монета, потому что много левых сигналов. Вот железка. Вот она железка. Вот такие левые сигналы, вот они нервы делают. Ходишь, бродишь. И кидняк. Едем далее, смотрим. Снова у меня сигнальчик, снова, как вы знаете, находочка на самом верху. Вот она, монетка лежит. Подходи и бери. О, и это что-то. Это тоже какой-то Наполеончик. Но что-то он чрезмерно маленький. Я такой первый раз вижу. Год 1562 вроде бы.
Или 1862. Короче, не могу разобрать. Потом посмотрим. Вот такая монетка наверху была. Так, еще вопросы же много задают мне. Скажу насчет, вот советуют, да, ищи где-то монастыри, где раньше села были, короче. Ну, такие советы бывают. Скажу одно, во Франции, даже по Европе, не то что во Франции, по Европе, если хозяин не разрешает тебе копать, ты уже не можешь копать. Не то, что там возле какого-то замка или монастыря какого-то копать. Монастыри — это как бы археологическое, так, по-моему, называется, археологическое такое строение, что на этой территории копать вообще нельзя. Это уже подсудное дело сразу. Монастырь то же самое, нельзя. По войне нельзя копать. Больше 30 сантиметров, то, что ты в земле находишь, ну, это ценное, драгоценное, можно сказать, это уже принадлежит государству. Ты должен заявить об этом, то, что ты нашел такую-то драгоценность, которая имеет ценность. Вот. И поэтому ходить вот возле замка, ну, конечно, если хозяин замка тебе разрешит, ты можешь копать без проблем. Но даже на вот таком вот поле, простом поле, тебе не разрешают копать. Этот хозяин поля, хоть он никогда на это поле не зайдет, вроде они боятся то, что ты найдешь что-то, вот не хочет он с тобой делиться. А пусть есть, так пусть валяется. Вот такое бывает. Так что лучше вот спросить разрешения и копать. На таких полях, лесах, и не искать какие-то специальные места. Ну, если, конечно, выпадет замок какой-нибудь, возле замка бывшего или настоящего, можно, конечно. Это без проблем. Это и хорошо будет. Ну, так что мы продолжаем. Так, комрады. Вот такая железка у меня выпала. У кого какие идеи насчет этой штучки и этого металла? Что-то может быть. Неизвестная штучка. Ну, все равно продолжаем наш коп. Копать много. Я сейчас так хожу-брожу, пока сигналов нету. Давно хожу даже. Едем, смотрим. Да, друзья, нашел я вот такое заброшенное здание. И земля здесь малость большая. Можно покопать, я думаю. Сейчас посмотрим, может, что найдется. Стены я не буду проверять. Там слишком много гвоздей, скорее всего. А тут рядышком пройдусь малость. Посмотрим, что получится. Я побродил, я походил. И думаю, вот под грушей вот такую штучку нашел, патрон. Целый, не убитый. Такие дела. Продолжаем. Рады. У этого домика ничего мы не нашли. Вот этот патрон был только и все. Уехал я оттуда. На это поле заехал. Тут тоже ничего нету. И решил я поехать домой. Так что до новых видео. Остаемся на канале.